Теперь все, кто хотят получить знания и начать карьеру в IT-сфере, могут сделать это в бесплатной школе цифровых технологий, открытой на базе Академии цифрового развития. А смарт-отель «Магаз» будет принимать участников школы 21 из других регионов СКФО. На открытие отеля приехал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластинин. Это еще одна культурная точка в республике, еще одна культурная точка в городе. И вот слова благодарности от имени главы республики Калиматова Махмуда Алимак Шариповича нашей группе «Софмар», Фонду Возрождения и лично Михаилу Гуцериеву. Смарт-отель – это современный гостиничный комплекс, проектированный в соответствии с международными стандартами. Он предлагает комфортные условия для проживания туристов, корпоративных клиентов, а также иногородних участников школы 21 в Магасе на базе Академии цифрового развития. Есть разнообразные варианты размещения, обеспечивающие комфорт для различных категорий гостей. Со 2 по 4 этаж расположены двухместные классические номера и категории люкс. На первом этаже оборудованы номера, специально адаптированные для маломобильных групп населения. Специально сделан большой балкон по сравнению с другими этажами, чтобы удобно поставить коляску. Есть этот механизм такой, да, который сам едет. Да, конечно, конечно. И люди могут располагаться. Более того, этот отсек, он может полностью быть автономным. То есть, если кто-то приехал с помощником и так далее, мы можем отсекать вот эти две комнаты и превращается в такой небольшой, да. Открытие смарт-отеля – важное событие для нашей республики и Северного Кавказа в целом. Благодаря поддержке Михаила Гуцериева и группы «Софмар» здесь создаются условия как для комфортного проживания гостей, так и для обучения наших будущих IT-специалистов в образовательном кластере Академия цифрового развития. Это не просто место проживания, оно станет центром притяжения молодых талантов. Это самое большое подспорье в сокращении безработицы в нашей республике. У нас она очень высокая, у нас 8% безработицы регистрируемая. И студенты, которые обучились, обучаются, будут обучаться, получают специальность бесплатно, возраст тоже ограничен. А это еще одна услуга, которая позволит обучаться и иногородним студентам. Поэтому вот этот отличный отель на 40 номеров, он является как бы завершением комплекса такого студенческого кампуса. Михаил Сафарбекович по просьбе главы республики Махмуда Али Калиматова приехал в республику в течение 2 лет, осуществляет очень серьезную программу. Он не ограничивает ее только строительством подобного рода отелей. Вы знаете, что восстанавливаются наши башенные комплексы, кладбище приводится в порядок, построена IT-академия, оказывается, решаются другие вопросы. Михаил Сафарбекович находится в тесном контакте с руководством республики и, насколько я знаю, в 99 случаях из 100 идет навстречу тем просьбам, с которыми к нам обращаются. И вот хорошую тему затронул Владимир Владимирович. Действительно, если вы узнали бы точную цифру, вы удивились бы, сколько в течение даже 2 лет людей задействовано в реализации этой программы. Это же не бесплатно, как говорится, а на платной основе. Тысячи людей задействованы и получают заработную плату в течение 2 лет на кладбищах. Сотни людей получают за счет строительства башенных комплексов, восстановления, вернее, башенных комплексов. Здесь будет работать около 50 человек в этом небольшом, казалось бы, отеле на 80 мест. Теперь учащиеся школы 21 из других регионов смогут останавливаться в отеле совершенно бесплатно на время прохождения вступительных испытаний и сдачи экзаменов. Эта инициатива направлена на поддержку молодых IT-специалистов и создание условий для привлечения талантливой молодежи в Ингушетию. На открытие приехали, конечно, сами студенты и преподаватели школы 21, которые с нетерпением ждали этого события. Батыр Дзагиев станет одним из первых гостей отеля. Я проживаю в Малгобекском районе, сельское поселение Инарки. Конечно же, очень сложно приезжать каждый день с Инарков до Магаса. И в целом, если брать за день, это путь 140 километров, поэтому очень много времени уходит для того, чтобы выезжать из Инарков в Магас и обратно. Поэтому, если это время уделить обучению, я думаю, что можно будет углубиться в знаниях программирования больше, чем нежели за тот период, который я не проживал в этом кампусе. К нам приезжают люди из разных регионов. Конечно, да, на данный момент у нас большинство участников – это местное население, но система не ограничивает никак желание приехать и обучаться к нам, и от других регионов тоже. Поэтому мы предполагаем, что через какое-то время, особенно с условием
с учетом того, что открыт смарт-отель, к нам будут приезжать и участники из других регионов тоже. Вся деятельность Академии цифрового развития, она финансируется предпринимателем, меценатом Микаилом Сафарбековичем Гуцериевым, основателем группы компании «Совмар». Для всех участников, для людей, которые хотят получить знания и навыки, вся деятельность будет бесплатна. Инфраструктура гостиницы «Смарт-отель» предлагает гостям не только комфортное проживание, но и обширную инфраструктуру для отдыха, работы и образовательной деятельности. В отеле также открыт ресторан «Гранд Кафе», где можно насладиться блюдами национальной и европейской кухни. Для проведения деловых встреч, конференций и других мероприятий предусмотрен мультифункциональный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием. На 5-м этаже располагается кампус-гостиная – специализированное пространство для совместных занятий, обсуждений и общения учащихся школы 21. В отеле также предусмотрена молельная комната, мини-прачечная и хамам. Зарема Ивлоева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.